что, дорогие друзья, вот мы и на воде добрались. Время без 15:07. Начинаем качать лодки. Кто-то насосом, да. Кто-то ртом, да, а мы будем вот таким вот беспроводным девайсом. Ну вот, на силу собрали лодку. После зимы навыки утрачены. Чудом, ребята, собрали. Навесили мотор с надписью «Продано». Был забронирован по телефону в магазине. Сейчас будем спускать на воду и пробовать в действии заводить. Столкнись меня в воду. Не скатится? Ну, 3 лодки достанем. Так, ну что, вот мы уже спустили лодки на воду. Александр, что хочете пожелать в новом году нам всем? В рыболовном, да, сезоне 2017. Натянутых лесок, злых трофеев. Ну, посмотрим. Сейчас, ну, вода, в принципе, достаточно мутноватая. Я думаю, что рыба не очень-то активно будет. Посмотрим, с эхолотом пройдемся. Проверим наличие рыбы. Ну, попробуем поймать, а там уже как пойдет. Вот. Ну, желаю всем в этом году удачи, конечно, на воде. Вот. Как бы. Рыбу отпускайте, это главное. Иначе скоро совсем не останется. Так, ну что, дорогие друзья, вот мы на воде. Сейчас будем заводить мотор. Первый раз. Значит, ну что, откручиваем клапан на бензобаке. Закачиваем топливо, пока груша не станет жесткой. Так, ну что, накачали бензин. Александр подошел. Ничего. Ну, сейчас будем пробовать. Только пробовать? Да, сделаем 3 подтяжки без ключа. И потом будем пробовать заводить. А я якорь забыл в машине. Так, ну что, вытаскиваю подсос. И попьем. И так, нейтралка. И пробуем заводить. После того, как заведется, будем контролировать охлаждение по водяной струе. Ну что, пробуем.
ребята, мотор завелся, крутяк. Засекаем 15 минут и работаем на холостых. А потом уже будем проверять трансмиссию. Охлаждение работает, все в норме. Вода бежит. На холостом ходу 15 минут. А потом будем пробовать запускать. Все здорово. Еще один наш компаньон, Кошкин Сергей. Катаемся пока, наслаждаемся после зимы. Почему без жилета? Ай-яй-яй. Так, у нас прошло время 10 минут. Мотор работает, не заглох. Еще минут 10, я думаю, будем идти вниз по течению. А потом попробуем подняться вверх. Мотор стал работать еще ровнее. Изначально вибрировал немного, сейчас стал работать ровнее, ребята. Идет снег. 18 марта. Аномально теплый март. До сегодняшнего дня было вообще солнечно, тепло. Но на сегодня передавали плюс 4 днем. Дождь, снег. Ну, слава богу, не дождь. Поэтому нормально, тепло. Идем вниз по течению. Наслаждаемся запахом бензина, как бальзам на душу для рыбака. Ух! Так, ну вот, ребята, 20 минут мы поработали на холостом ходу, и сейчас будем пробовать трансмиссию. На малом газу включаем переднюю передачу. И поехали. Итак, будем в пол газа обкатывать мотор 3 часа, ребята. Периодически будем включаться и делиться с вами впечатлениями. Поднялись опять от места старта. Сейчас подойдем к деревне. Николай сбегает за флешкой и будем слушать радио. Радиоприемник не ловит здесь, поэтому нужна музыка на флешке. И будем ездить с музыкой. Колян пошел за музыкой. Находимся в деревне Вещерка. И сейчас будем ходить от Вещерки до Суморио. Поднимемся на Нижний Сатис, посмотрим, как там дела. Время обкатки прошло 40 минут. Мотор работает отлично. Так, Коля плохо меня заякорил.
И поэтому меня сносит по течению. Пока попьем кофеек. Стоят местные лодки, где вот здесь выходил Николай, стоит сеть. Ну, река Мокша без сетей, ребята, я уж 1000 раз вам говорил, это не Мокша. Так что ребята рыбачат. У нас двое с лодки и один ходит по берегу. Джигуют, пробуют что-то поймать, но мы приехали не рыбу ловить, а открыть водомоторный сезон. А я так обкатать новый мотор. Мотор работает отлично, перебоев нет. 40 минут уже прошло. Будем кататься потихонечку. Наладим сейчас музыку в лодке и будем туда-сюда, туда-сюда. Ну ладно, до следующего включения. Так, ну что, Колян пришел, делаем второй пуск. С полпинка. Ну, продолжаем обкатывать. До Нижнего Сатиса. На данном участке реки в реку Мокша впадает река Сатис, которая проходит через легендарный город Арзамас-16, теперешний город Саров. Колян, покажи речку. Вот место впадения реки Сатис. Поднимаемся выше. С начала обкатки прошло час с небольшим. Прошло 1,5 часа. Поднялись вверх по течению, выше Нижнего Сатиса. Проглядывает солнышко. То снег, то дождь. Холодно, но настроение бодрое. Крутяк. Колесо не мешает вывернуть ручку?
мы идем вниз по течению. Да, ребят, посмотрим, как у них там дела обстоят. Так, ну что, время с начала обкатки прошло 2,5 часа. Еще 30 минут сейчас походим в полгаза. Спустились, сейчас находимся вот в месте, где в реку Мокша впадает река Сарма. По правому берегу. Николай Иванович, покажите пальцем. Нет? Вот в том месте впадает река Сарма. Сейчас мы туда подойдем, сейчас я мотор заведу, и мы туда подойдем. Вот река Сарма впадает в Мокшу, ребята. Александр пилит. Мы его кричим в радиостанцию, он не слышит, под мотором идет. Сейчас узнаем, как у него дела обстоят. Че, Сань, как дела? Как дела? Никак. Никак? Рыбы нет, да? Понятно. Так, что у нас тут? Дождь со снегом начался. Вверх по течению мы с Николаем заметили стояночку, там стол, лавочки. Сейчас поднимемся туда и перекусим. Разомнемся немного, подзамерзли. На улице 3 градуса. Так что сейчас поедем обедать. Приехали на стоянку, ребята, перекусить. Валит мокрый снег. Но мы сейчас попробуем организовать горячее питание на сухом горючем. Но не знаю, что у нас получится. Руки не держат, холодно. Будем использовать горелку. Вот такую вот. Следопыт. Сейчас наладим и покажем вам, как мы будем разогревать кашу. Ну что, разогрелась у нас каша. Присоединяйтесь, Николай Иванович. Организовали горячий обед. Гелями, со всеми делами. И как всегда, у Николая Ивановича чекушечка, поэтому ему повеселее. Ну сейчас перекусим и будем 2 часа пробовать кратковременно выходить на полный газ, и тем самым обкатка двигателя будет завершена, после чего нужно будет сделать ТО, ребята. Ну ладно, мы будем кушать и включимся уже опять на воде.
дорогие друзья. Пообедали, оставили после себя порядок и идем к лодке. Ну что, вот мы обкатали мотор Suzuki 9.9. Значит, 3 часа мы его катали в полгаза, как положено, и 2 часа с кратковременными выходами на полный газ. Нештатных ситуаций не было, мотор работал ровно, покупкой доволен. Теперь предстоит сделать ему техническое обслуживание, замене масла в редукторе, и после чего постараюсь раздушить его до пятнашки. Ну тогда вообще будет Тогда будет вообще огонь. огонь, да. Довольны, ребята, отлично, радости, как говорится, целые штаны. Полные подгузники. Да. Ну все.